Здравствуйте. В первую очередь, какова ваша реакция вот на эти слова понтифика о жестокости чеченского народа? Ну, вы знаете, о жестокости народов понтифики любят заявлять. И вспомним только 1096 год, когда понтифик Папа Урбан II призвал к крестовым походам во имя спасения гроба Господня, да, и при этом рассказывал, какие звери эти мусульмане, которые даже малолетних детей поедают. Но это как бы история, и эта история, к сожалению, повторяется. Уж я думаю, о жестокости говорить со стороны церкви, которая в свое время благословляла инквизицию, и рассказывать о добродушии, так сказать, папской политики на протяжении всего Средневековья, да и, в общем-то, вплоть до наших дней, я думаю, не приходится. Я надеюсь, что понтифик скорректирует свое заявление, и надеюсь, что все-таки прозвучат какие-то извинения от него непосредственно. А то, что он сказал, что наиболее отличаются чеченцы и буряты, ну, это как бы косвенное подтверждение самоотверженности чеченских и бурятских подразделений в составе, так сказать, наших подразделений СВО. Поэтому я здесь это воспринимаю, во-первых, с улыбкой, да, жестокость, понтифик, как-то это, да, и как признание доблести наших ребят в местах, где проходит сегодня специальная военная операция. Ну, кстати, Ватикан в последнее время неоднократно заявлял о своем желании выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной, если они состоятся. Вот после таких заявлений вообще может ли глава католической церкви соблюдать какую-то нейтральную сторону, на ваш взгляд? Вы знаете, я не думаю, что мы будем как-то сильно зацикливаться на заявлениях понтифика, если те условия, которые он предложит, будут устраивать руководство Российской Федерации, в частности, президента нашей страны и главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, то я не думаю, что чеченцы станут что-то припоминать Римской католической церкви. Я думаю, все зависит от того, что он предложит. Но у нас на телеканале мы говорим о СВО не только в политическом разрезе, но и, безусловно, о духовном. Мы говорим о борьбе с сатанизмом, который является основой фашистской идеологии. Говорим о борьбе за традиционные ценности, которые, к сожалению, в большинстве своем сейчас потеряны в западном пространстве. Вот с точки зрения этой высокой духовной миссии, насколько, как вы видите, СВО сегодня объединило православных и мусульман? В данном случае, вы знаете, я могу сказать, сделав небольшой экскурс в историю, начало российской независимости было положено после, так сказать, проповеди, после общения с духовным отцом, я считаю, русского народа Сергием Радонежским, после чего Дмитрию Донскому удалось в 1380 году разгромить Мамая у реки Непрядвы. Что касается мусульман, то, знаете, я очень коротко скажу, без теологических каких-то, значит, предложений, там, теологических объяснений и так далее. Все очень просто. Наши ребята воюют с теми, кто поддерживает Шарли Эбдо, с теми государствами, которые под ручку еще совсем недавно ходили с надписями «Je suis Шарли». Если помните, то это агентство, это карикатурное агентство, которое было поддержано практически всеми странами НАТО, оно рисовало безобразные карикатуры на нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Помимо этого, там очень много у них карикатур и на Христа. Уже одно это обстоятельство
я считаю, служит достаточным основанием для того, чтобы объявить им, этим сатанинским ублюдкам, объявить им, значит, священную войну джихад. Джамбулат Вахидович, я благодарю вас за то, что нашли время и возможность выйти в наш прямой эфир и прокомментировать вот эти заявления понтифика, а мы двигаемся дальше. Спасибо. Федеральная... Джамбулат Вахидович, спасибо вам большое.